А русские про вас не забывают. И время от времени мы слышим у них на всяких пропагандистских шоу, что как минимум половина Казахстана, а то и 2/3 казахам никак не принадлежит. И наравне с Белоруссией, может быть, чуть реже, употребляются такие же эпитеты в адрес Казахстана. Несуществующий народ, мы вам подарили страну, мы должны забрать и так далее, и так далее. Ну, это первый вопрос. И вообще много интересно про Казахстан. Это все равно это наши братья, тюркоязычный народ, и знаем мы казахов, безусловно. Вот. Но начну с этого. Насколько ты ощущаешь, то, что ты тут находишься, это не так важно, потому что ты живешь в информационном пространстве в этом. Тебя смотрит почти каждый казах, который умеет понимать что-то написанное и звучащее. Да? Это реально очень много зрителей у тебя и читателей. Что в Казахстане? Ждут ли казахи каких-то подлянок от России? Ну, тема подлянок, захвата Северного Казахстана постоянно будируется, но время от времени затихает эта тема. Время от времени, когда идет брос со стороны российских политиков, таких как Жириновский, эта тема снова бурлит, поднимается. Но в целом такого серьезного опасения, страха уже такого нет, потому что все понимают, что Россия, Российская империя, она не такая могучая, как кажется. Люди видят, что после нападения на Украину, агрессии против Украины, после даже задержания, ареста Навального против России вводятся международные санкции, что Россия слабеет, что с каждым днем режим Путина слабеет. И рано или поздно придет время, когда не то, что о внешних территориях Российской империи надо будет думать, а надо будет думать о том, чтобы сохранить то, что у них осталось. То есть вот эти... Ну, знаешь, Гитлеру даже в 1940 году его генералы некоторые честные, там были старые офицеры, офицерство такое было, они в 1940 году ему еще говорили, даже до того, как он на Польшу напал, что эту войну мы проиграем, нельзя воевать на всех фронтах и так далее. Однако Гитлера рациональные, профессиональные мнения не интересовали. У него была миссия, он был вождь. И вот с Украины, допустим, не получилось так, как он хотел, Путин, да, значит, теперь глаз положен на Беларусь, но всегда он был туда положен, значит, и Казахстан все равно, как бы, это малонаселенные, особенно северные территории, да, ну, не малонаселенные, ну, меньше, чем там в России центральные, да. Казахов не так, но сколько жителей Казахстана? Сейчас 18 миллионов, из них где-то 13-14 миллионов казахов уже. Ну, смотри, прилично. Русскоязычное население, наверное, это они не все пятая колонна, но у вас процент русскоязычного населения, ну, примерно, он меньше, чем в Эстонии, но все равно, это все равно северная большая часть Казахстана, да, то есть... Ну, там в основном северная область, центральная в Караганде, их много достаточно, восточный Казахстан, Усть-Каменогорск, Семей, и в Алмате достаточно много русскоязычных, то есть... Ну, такой же может броситься их спасать гипотетически, вот так, если так ляжет им что-то под хвост? Это, конечно, возможно. Военная агрессия всегда возможна, и такое может случиться. Но сейчас идет экономическая агрессия России. А, вот Например, это вот так, да? мы сегодня опубликовали видео на БАСе о том, что российские компании, ВТБ банк российский, вот этот конгломерат, захватил все казахстанское золото, все золотые прииски, фабрики в Казахстане, в 4 областях: Карагандинской, Жамбульской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской. То есть это полностью российская, подчеркиваю, государственная собственность. ВТБ государственный банк. Они сделали что? Они эти вот одно предприятие называлось Алтын Алмаз, другое называлось Казах Алтын. Они одно принадлежало зятю Назарбаева Тимуру Кулебаеву, а другое олигархам, близким к Назарбаеву, Киму Угаю. И они в течение вот 2 лет, последних лет, они это выкупили у них, оформили на подставное лицо на некую Анну Березину, которую никто фотографии даже не видел. Якобы она гражданка Нидерландов, но почему-то эта Анна Березина под эти компании берет кредит в ВТБ банке России. 1 миллиард, ну, 100 понятно, миллионов евро. Да, ну, все понятно. Да. С улицы то не есть, дадут. это, да, то есть они таким образом проникли сюда. Все золотые месторождения, прииски в Казахстане в 4 областях, плюс золотоискательные фабрики, они эти захватили, выкупили, получается, у себя по своим контролям. И такое проникновение идет постоянно.